Друзья, я решил записать это видео, чтобы рассказать о том, почему вообще я сделал этот канал, о чем здесь идет речь, что такое прусский язык и почему я обращаюсь к вам именно сейчас, и какие цели вообще планируются, долгосрочные и краткосрочные цели, которые планирую я выполнить и реализовать с помощью этого канала. Я считаю, что важно периодически записывать это видео, чтобы новые подписчики, которых у нас за это время прибавилось, понимали, что такое прусский код, почему он так называется и вообще, что здесь происходит. Вначале я могу рассказать немножко о себе. Мне 42 года, меня зовут Никольс Саснис, я живу в Кёнигсберге, и я преподаватель иностранных языков достаточно большим стажем. Мой опыт преподавания 12 лет, и за это время успел в разных городах преподавать 14 языков. Согласитесь, это достаточно большой опыт, и есть понимание того, что вообще такое иностранные языки, для чего они нужны, для чего люди их используют. То есть обычно, когда мы учим тот или иной язык, мы уже знаем заранее, что мы будем с ним делать. Но когда я познакомился с прусским языком, я сначала даже не знал, с какой стороны к нему подступиться, потому что я не мог найти ни одного учебника, ни одного внятного объяснения грамматики. Я находил музыку, находил песни, находил кое-какие видео в интернете, но в то же время у меня не было понимания, что это может мне дать и как я смогу это использовать. Я понял, что язык очень красивый, язык достаточно простой для изучения, и стал его осваивать, стал находить тексты, стал находить по словарю, стал разбирать грамматику, потому что в современных онлайн-словарях обычно даются все парадигмы слов, что логично, и спряжение глаголов, и склонение местоимений, и прилагательных. Таким образом, сам стал составлять для себя грамматику, сам стал находить тексты, читать и переводить, все больше и больше погружаясь в то, что называется старинной прусской мудростью. Что мне это дало? Мне это дало понимание такого феномена, как прусская культура. В России прусский язык считается мертвым, и культура считается утраченной, и считается, что такого народа нет, но на самом деле это не так. Прусский язык существует, прусы как народ сохранились, они продолжают существовать. Те прусы, которые живут в Германии, они себя, например, не считают немцами, они до сих пор считают пруссами, и каждый раз на каждой переписи населения об этом говорят. Официально в Германии пруссы не считаются отдельным народом, именно потому что до сих пор пруссы не могут доказать, что есть отдельный прусский язык. То есть такая проблема существует не только здесь. Но в Литве и в Польше, например, прусский язык на региональном плане уже признан. В Польше на нем печатаются книги, польские режиссеры снимают документальные фильмы про пруссов, которые живут в Польше, и про носителей прусского языка. И в Литве тоже, кстати, есть библиотеки, где можно найти книги на прусском языке, есть гимназия в Мариамполе, где прусский язык преподается официально, и есть даже места, где пруссы встречаются, общаются на прусском языке в Вильнюсе. То есть это все есть, и прусский язык там достаточно видим. Но с другой стороны, литовский язык и прусский язык родственные языки, то есть носителям литовского языка прусский язык выучить еще легче. Я решил продвигать прусский язык в массы, когда понял, что если о нем не говорить, то на той территории, где он изначально зародился и существовал очень долго, никто и не будет о нем знать. Мы живем в то время, когда если о чем-то не говорить активно и не продвигать эту идею, никто о ней и не узнает. Есть отдельные энтузиасты, которые сами интересуются теми или иными языками, или сами создают те или иные языки. Они интересуются историей, они интересуются культурой. И такие люди специально ищут то, что связано с Пруссией, прусским языком. Почему нет? Есть куча других малых языков и Европы, которыми тоже люди сейчас интересуются, потому что есть такой своеобразный тренд на сохранение малых культур, языков и
возрождения тех или иных культур. Но возрождение прусского языка началось не сейчас, оно происходит с 1982 года. То есть еще в советское время люди задумались над тем, что прусский язык надо возрождать. В Литве этот процесс дошел достаточно далеко. В Польше есть свои носители прусского языка, потому что у них там свой диалект, который, например, носители самбийского диалекта не очень хорошо или не всегда хорошо понимают, но это уже такие тонкости и нюансы, о которых имеет смысл говорить на уроках прусского языка. Я могу сказать, что грамматика прусского языка современного намного проще, чем грамматика древнепрусского языка в том объеме, в котором мы ее знаем. А лексика по большей части интернациональная, то есть какие-то слова взяты из немецкого языка, потому что они еще в древнепрусский период перекочевали из немецкого языка. Какие-то слова похожи на литовские, какие-то на латышские, какие-то на польские. То есть все эти 4 языка очень сильно повлияли на то, что как в итоге выглядит сейчас прусский язык. Что это мне дает, в принципе, я рассказал, потому что я сейчас пользуюсь прусским языком достаточно активно. Я пишу на нем стихи, я пишу на нем песни, я много всего на него перевожу, в том числе и литературные переводы выполняю. Но время от времени, потому что есть много других дел, которые тоже не дают полностью, так сказать, погрузиться в литературные переводы. К тому же я еще и свой собственный роман пишу о Древней Пруссии, разумеется. Но я могу сказать, почему нужно учить прусский язык именно сейчас. Потому что именно сейчас есть возможность, во-первых, общаться на языке с носителями языка, потому что носители прусского языка очень активно используют социальные сети, с одной стороны. С другой стороны, появилось очень много учебных видео, которые можно использовать. Есть еще прусская Википедия, которая сейчас борется за то, чтобы получить официальный статус, чтобы уже выйти из инкубатора и быть отдельной Википедией. Там уже больше 500 статей на прусском языке. То есть есть материалы, которые можно использовать, нужно и можно использовать. Я 2 года назад начал писать свой учебник прусского языка, но потом понял, что там еще надо очень много доделывать и дорабатывать. И на время это дело отложил, а сейчас продолжаю работу над учебником. Но, к своей радости, я могу сказать, что те материалы, которые я тогда использовал в составе учебника, их больше нет онлайн. Те материалы, которые выкладывались на различных сайтах в качестве учебных пособий, оттуда были потом удалены. У меня они в учебнике есть, то есть это уникальные материалы. И диалоги, и упражнения, и тексты, которые мы будем разбирать, обязательно будем разбирать. Это все есть именно в моих наработках авторских. То есть все материалы, которые я готовлю, и материалы, которые выкладываю здесь на канале, это мои собственные наработки. И, разумеется, это только вершина айсберга, потому что можно себе представить, какая большая и упорная и кропотливая работа идет офлайн. И это то, что я хочу давать именно своим ученикам, своим студентам, людям, которые решили выучить прусский язык и использовать его в повседневной жизни. Почему я ориентируюсь именно на преподавателей иностранных языков? Преподаватели иностранных языков, во-первых, всегда имеют опыт изучения языков. Согласитесь, это логично. Во-вторых, только в России, только английский язык преподает больше 450 тысяч человек. Это не мои выдуманные какие-то цифры, это результат исследования на различных агрегаторах типа Авито и Профи.ру, и также результат изучения анкет и результат опросов самих преподавателей. К тому же мы знаем, статистика знает, сколько преподавателей преподают иностранные языки в школах, в университетах, в колледжах по всей стране. То есть люди, которые уже очень хорошо владеют тем или иным языком, выучить прусский язык могут очень быстро, а потом, согласитесь, быть уникальным специалистом, который помимо английского, французского, немецкого или того же польского языка, или любого языка может в своей анкете или в своей строчке в резюме добавить прусский язык, это, конечно, очень сильно выделяет. С одной стороны, люди будут спрашивать, что за
необычный язык такой, а с другой стороны, они поймут, что это не просто человек, который учит языки исключительно ради заработка. Это человек, который знает не один иностранный язык, а несколько, что сразу повышает статус в качестве специалиста. Почему я хочу набирать группу по уровням? Есть очень хорошая причина. С одной стороны, в группе люди будут активно. По моей практике я вижу, что люди активно помогают друг другу в изучении языков и сами отвечают на те или иные вопросы, даже когда преподаватель не всегда находится онлайн и не всегда, например, может помочь с ответами на вопросы. А занятия у нас, я так понимаю, предполагаются в основном онлайн. С другой стороны, есть четкое деление по уровням. То есть начинающем уровне мы разбираем фонетику, мы разбираем правила произношения, правила орфографии, где надо ставить ударение, как что говорить, почему, например, если у нас есть какие-то заимствованные слова, надо их тем или иным образом транскрибировать, как делать слова из других языков прусскими, потому что такой процесс постоянно происходит, и такой вопрос тоже все время возникает. Второй уровень – это уже изучение грамматики. То есть, когда у нас есть понимание того, как выглядит лексика языка, мы переходим к грамматике, мы изучаем правила склонения по падежам, мы изучаем правила спряжения глаголов, которые совсем несложные, если в этом разобраться. А я разобрался. И, соответственно, переходим к третьей стадии. А третья стадия – это уже говорение. Когда у вас уже есть грамматический запас, когда вы уже знаете несколько тысяч слов, что с прусским языком совсем несложно, вы начинаете говорить на языке, говорить на самые разные темы, от самых простых диалогов до более-менее сложных диалогов. И вы понимаете, что если вы каждый день говорите на языке, то вы фактически носитель языка, что с прусским языком совсем несложно. А четвертый этап – это уже разбор тех или иных текстов, разбор видео, которые снимаются на прусском языке. То есть это уже обсуждение тех или иных тем на языке. То есть вы целиком погружаетесь в языковую среду, вы думаете на прусском языке, вы говорите на прусском языке, вы сами решаете, на какие темы вы хотите говорить. А тем очень много. Вы берете статьи из Википедии, обсуждаете статьи из Википедии, берете статьи из других сайтов, тоже обсуждаете их. То есть это уже разделение фактически по темам, разделение такие, кружки по интересам. И в таком случае, когда вы доходите до четвертого этапа, остаетесь там, вы понимаете, во-первых, для чего вы учили этот язык, вы понимаете культуру, насколько это огромная культура, связанная с прусским языком. И самое главное, что вы не просто еще один носитель языка, вы человек, который фактически, у которого нет никаких ограничений, человек, который может творить, который сам может переводить на прусский язык или с прусского языка все, что захочет, в принципе. То есть никаких дальше ограничений нет. Вы можете называть себя преподавателем, вы можете называть себя писателем, поэтом, кем угодно. Можете называть себя переводчиком, дизайнером. То есть дальше вам уже решать, как вы будете эти знания применять. Но в любом случае вы точно знаете, что это вас обогатит. Я учил язык самостоятельно, я потом общался много с носителями языка, я понимаю, что это такой уникальный опыт. Вы нигде это не найдете. Потому что, с одной стороны, прусский язык – это 100% европейский язык, просто, возможно, самый малоизвестный из европейских языков. Во-вторых, это активно возрождающийся язык. То есть язык, в котором постоянно появляются новые термины и новые понятия. Язык, в котором люди используют его в интернете. Соответственно, этот язык, который максимально адаптируется под требования интернета. Когда мне говорят, что по-прусски ничего нельзя в интернете назвать, я говорю, прусским языком пользуются видеоблогеры. Так что вся терминология, которую они используют, разумеется, в прусском языке уже есть. Вот. Так что любой человек, который изучает этот язык, разумеется, обогащает сам язык. Любой человек, который включается в то или иное литературное творчество, тоже обогащает язык. Любой человек, который снимает видео на прусском языке, тоже приносит что-то в копилку языка.
Поэтому если 20 человек благодаря мне выучат прусский язык, это уже будет целое отдельное сообщество, которое будет пополняться и пополняться. Вот поэтому я и записываю это видео, поэтому я и готовлю программу, которую буду рассказывать еще на следующей неделе. Поэтому я буду рассказывать еще о том, где можно почитать о прусском языке, где можно услышать, как он звучит. И у нас будут новые обучающие видео, которые, разумеется, уже есть. А еще я параллельно готовлю свой курс «Прусский язык на мемах», потому что даже на мемах можно очень хорошо разобрать и лексику, и фонетику, и грамматику. И это все получается очень наглядно и с юмором. Так что не переключайтесь, оставайтесь на канале, задавайте вопросы, обязательно задавайте вопросы. Мы будем двигаться дальше в сторону наступающего учебного года. До свидания, всем спасибо за внимание. Висейманс Ардил.